Здравствуйте. Как всегда, в самом начале несколько сообщений информационного характера. Начну, пожалуй, с сообщения из Тикси, из Булунского района. Вчера поздно вечером 8 членов экипажа и пассажиров катера, который накануне потерпел крушение, были благополучно доставлены в порт Тикси. Напомню, что катер вышел накануне из этого морского порта, однако получил пробоину и затонул. Однако всем 8 членам экипажа и пассажирам, которые были на борту, удалось благополучно на резиновой лодке доплыть до ближайшего острова, где и дождаться спасателей. Самая известная еще с советского кинематографа японская актриса Акамаки Курихара накануне прибыла в столицу нашей республики для того, чтобы принять участие в международном форуме, посвященном проблемам развития Арктики. Это международный форум, в котором принимает в том числе и генеральный директор ЮНЕСКО. Таким образом, Курихара, а она является советником по делам ЮНЕСКО в своей стране, стала участником этого представительного форума в столице нашей республики. 9 велосипедистов, в числе которых 2 девушек, во вторник покинули столицу нашей республики с тем, чтобы совершить такой вот круиз своеобразный вокруг Байкала практически. Из Якутска они, правда, отправились на автобусе с тем, чтобы в Нерингаль пересесть на поезд, а затем из Улан-Удэ и совершить вояж вокруг Байкала с тем, чтобы в конце концов оказаться в месте, где берет свое течение река Лена. Ну, а теперь о делах столичных. Недавно мэр столицы республики Илья Михальчук вернулся из командировки в Москву, и вот что он рассказал о результатах этой своей поездки. Нам удалось войти в программу, российскую программу финансирования, а точнее софинансирования строительства жилья, вернее инженерного обеспечения строительства жилья. И у нас... Мы вошли 5 площадками. Это площадка 203 квартал, куда софинансирование в размере 50% будет направлено из федерального бюджета. Это площадка по молодежному поселку по Маганскому тракту. Это площадка по дальнейшему строительству по Вилюйскому тракту в размере более 200 миллионов рублей. И это, в общем-то, хорошее начало именно привлечения средств федерального бюджета на проекты города, строительство жилья. Это насколько отдаленная перспектива? Это есть при окончательном приеме документов после тендера, при принятии постановления правительства России, это уже в этом году. Наша задача, будет найти источники софинансирования для того, чтобы уже в двойном объеме выполнить те задачи, которые необходимы по инженерному обеспечению. Ведь это одна из основных проблем повышения себестоимости строительства жилья, когда на квадратный метр накладывается еще и стоимость подведения инженерных сетей в тот или иной район, на ту или иную территорию. Вот 3 года тому назад мы из городского бюджета направили 43 миллиона на инженерное обеспечение 16-го квартала. В народе мы называем это 3-й линией. Так вот, этот квартал, благодаря этому мы сегодня там строим усиленно строительство жилья для бюджетников. А в данной ситуации мы сможем к этому привлечь деньги федерального бюджета. Далее был ряд встреч в московском правительстве в связи с тем, что Юрий Михайлович Лужков не сумел по объективным причинам прибыть на наш праздник ИСЭХ. Надо было отработать ряд вопросов, и мы их отработали. Так, в соответствии с предварительной договоренностью было получено подтверждение того, что московское правительство помогает нам в строительстве нового дома ребенка. К сожалению, вот тот дом малютки, как в народе, опять же, в народе называется, который был построен из легкой конструкции, как временное сооружение, еще мобитексом в 202 квартале, по техническим характеристикам, по пожарным нормам, это помещение, это здание сегодня не соответствует и должно или закрыться, или, в общем-то, строиться новое. И понятно, что средств на это нет ни в городском, ни в федеральном, ни в республиканском бюджете. Юрий Михайлович поддержал идею, учитывая, что на следующий год правительство Москвы и сам мэр планируют назвать этот год «Год ребенка». Ну и в этом же контексте решили помочь и нам. Поэтому выделяется по первоначальным данным из московского бюджета порядка 30 миллионов рублей. Мы порядка 20 должны найти сами.
и будем строить нормальный стационарный дом малютки, который действительно будет отвечать и нормам, и, в общем, снять эту проблему как таковую, для того, чтобы дети, брошенные родителями из роддома, в общем-то, могли находиться в безопасном, нормальном здании. И мы постараемся разместить его таким образом, чтобы это здание находилось где-то в зеленой зоне. Примерно о каком количестве квартир идет речь? Что касается, если мы сможем этот проект осуществить, инженерного обеспечения, то это стоит вопрос около 300-500 квартир. Это та территория, которая бы, значит, была бы обеспечена. Я думаю, что это уже даст нам возможность осуществления строительства жилья по городским программам. То, что касается текущих городских проблем, как вот сегодня буквально у вас была планерка, на чем вы прежде всего сделали акцент? Вы знаете, из года в год, в принципе, приоритеты по времени, по месяцам, по кварталам, они уже сложились. Сегодня главная проблема – это санитарная чистка города и подготовка к зиме. Дело в том, что как бы ни пытались усугубить ситуацию в отношении подготовки к зиме, я хочу с полной ответственностью заявить, что подготовка идет нормально. Подготовка идет в рамках утвержденного графика. Небольшое отставание по отдельным объектам, связанное с необходимостью, чего не было раньше, проведением тендеров, а также вот тендеров по обслуживанию жилья в части выбора управляющих компаний, накладывает сложности, но не настолько, чтобы ситуацию драматизировать. Мы выполняем объемы. Сегодня объем выполненных работ по капитальному ремонту составляет порядка 39-41%. В отдельных округах и по отдельным организациям и до 70% доходит. Это нормальный график, нормальная ситуация. Другая проблема, что сегодня с выборами компаний усложнились отношения между поставщиками коммунальных услуг и теми организациями, которые выбрали наши жители. Дело в том, что если раньше во всем был крайний город, то сегодня ответственность перед поставщиками несет конкретная управляющая организация, которую, опять же, подчеркиваю, выбрали наши жители. Да. Это первая проблема, но отрабатывая, мы все равно не снимаем с себя ответственность организации совместной работы, организации совместных схем и финансовых потоков. А другая проблема. Городу много сбрасывается участков теплосетей и источников тепла, необеспеченных сегодня средствами. В результате обанкротившихся предприятий, в результате плохого обслуживания организациями, многими организациями и даже государственными. Сегодня у нас, допустим, проблема: сбросили, передали городу без ремонтного фонда, без содержания, средств на содержание котельной кадетской школы в Мархе. А ведь там еще у нас помимо этого 7 домов на этой котельной жилых висит. И ведь по логике должно было так: кто эксплуатирует, если хотите передать другому хозяину, подготовьте, отремонтируйте, дайте в бюджете заложите средства на текущее содержание и датирование гигакалорий по теплу. Но это не сделано. И сегодня мы понимаем, что жители в конечном итоге должны прийти к нам. Мы, конечно, параллельно пытаясь доказать, и не всегда успешно, в правительстве необходимость дополнительных ассигнований, все равно берем на себя и делаем, потому что в конечном итоге надо людям обеспечить тепло. Такая же картина, значит, с котельной СПМК, которая банкротился, хозяина нету, а дома на этой ветке сидят, и на этой котельной надо готовить. Сегодня проблемы с подготовкой котельной Гемеина. Почему? Потому что фактически средств на ее подготовку, капитальный ремонт нет, а городу передали. Такое же положение передали городу без компенсации необходимых затрат на подготовку к зиме и котельную птицепрома,
который сейчас в предбанкротном состоянии. И получается, мы должны готовить жилье, за производство отвечают сами руководители производства, но котельную, передав нам, мы сегодня должны готовить, не имея средств, зная, что людям надо давать тепло. Теперь многие организации балансодержателей котельных не вовремя рассчитываются с поставщиками, с газовиками, с энергетиками. Это приводит к тому, что все равно, ставя вопрос, хоть прямой виновник не городское руководство в отсутствии платежей со стороны многих держателей или собственников котельных, все равно результат пострадают люди. И здесь мы должны пытаться без наличия на то средств, а иной раз и полномочий, все-таки развязывать финансовые узлы и собственников котельных, собственников источников тепла. Проблемы в Мархе у нас из-за обанкротившегося предприятия «Жилсервис». Сегодня проблемы отключили газ, а значит и лишили людей теплой воды в той же Мархе. И здесь тоже не везде вина города. Но, тем не менее, факт остается фактом. У нас проблемы с энергетиками и в том, что когда-то, еще 3 года тому назад, увеличив тарифы на электроэнергию решением правительства, РЭК и правительства, значит, нам не компенсировали городу разницу в тарифе. И это лежит долгом. И поэтому, получается, надо разбираться по каждому случаю. Мы разбираемся, но не всегда нас слышат. Но я прекрасно понимаю, что крайне всегда сделают городское руководство. И не принижая нашу ответственность, наша задача сегодня не искать крайних, а просто, независимо ни от чего, готовить город к зиме. В принципе, я говорю, что такого беспокойства о том, что город будет не подготовлен к зиме, нет и быть не может. В нормальном режиме работают, а те проблемы, которые существуют, это связаны с передачей жилого фонда от ЕКС к управляющим компаниям. Это нормальная работа, которая велась, ведется и будет вестись. Главное, чтобы здесь нам вместе работать в одной команде. Это и руководство республики, и города, и органы надзора, чтобы не крайних искать, а действительно общими усилиями заставить нерадивых руководителей исполнять свои обязанности, а тем, кому тяжело, находить возможность помогать. И самое главное, чтобы каждый должен отвечать за свою работу. Ну, на сегодня все, или почти все. Вот уже на ваших экранах появился номер для СМС-сообщений. Это связано с темой завтрашней нашей передачи об амнистии. Как известно, в связи со столетием российского парламентаризма, Госдума Российской Федерации в этом году объявила амнистию для ряда категорий осужденных. Для столицы республики это означало полное освобождение от наказания, от уголовного для примерно 100 человек. Считается, что значительная часть их все-таки вернется рано или поздно на скамью подсудимых, совершив новое преступление. В силу каких обстоятельств это может произойти, вот так звучит тема нашей передачи. Ну, а я хочу обратиться к вам за помощью, если у вас есть рассказы, свои версии того, как это происходит, почему это происходит, ну или вообще какие-то истории, связанные с судьбами ранее осужденных людей, мы ждем ваших сообщений. Ну вот теперь на сегодня действительно все. До свидания.